Так, здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады. Меня зовут Сердитова Татьяна Игоревна, я председатель предметной комиссии по литературе. И сейчас я вам кратко прокомментирую, как мы оценивали Олимпиады, кратко прокомментирую задания, которые вы должны были выполнить, и самое главное, ответы, которые вы должны были дать. Итак, задание по литературе. Это я вывела на экран критерии оценивания этих заданий. Можно было решать в течение 5 астрономических часов. И, как вы знаете, вы выполняли 4 задания, максимальный балл за которые вы могли получить 100. К сожалению, 100 баллов не получил ни один участник. Но, в общем-то, это была бы очень большая такая удача получить 100 баллов, потому что на самом деле это очень высокая оценка, но тем не менее были хорошие ответы, были высокие баллы, поэтому я так думаю, вам всем будет интересно узнать и за что вы их получили, ну и, соответственно, за что вы их не получили. Итак, задания 1 и 2. Как вы видите, как вы помните, носят тестовый аналитический характер, и, соответственно, в задании номер 1 предполагалось, что вы должны по отдельным деталям опознать произведения, опознать персонажей литературных школьной программы. Итак, действительно, это были произведения школьной программы, и, в принципе, каждый из вас мог бы набрать максимальное количество баллов. За первое задание 10 баллов, за второе задание 4 балла. То есть, как вы видите, за каждое верное названное имя персонажа вы могли получить по полбалла, за верно названную фамилию полбалла, за верно названное заглавие произведение. То есть, таким образом, вы вот в 3 строчках могли набрать, соответственно, 6 баллов. Итак, по 9 классу посмотрите на правильные ответы. 1.1 Ольга Ларина и Владимир Ленский, автор Пушкин, произведение Евгений Онегин. Обращаю ваше внимание на то, что мы учитывали все варианты ответа. И Ольга и Владимир, и Ольга Ларина и Ленский. Пушкин, инициалы не имели значения. Евгений Онегин или просто Онегин. Все это мы учитывали как правильные ответы. Максимальное количество баллов 2. Задание 1.2 Лиза и ее мать, соответственно, Карамзин и бедная Лиза. 1.3 Казбич и Азамат. Вот вариант, соответственно, Казбич и Печорин тоже рассматривался как верный. Автор произведения Лермонтов и название «Герой нашего времени» было тоже засчитывали как верный. В 10 классе задание 1.1 верные ответы Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров, произведение «Отцы и дети» Тургенева, 1.2 Коробочка и Протопопша, Гоголь «Мертвые души», задание 1.3 Варвара Кабанова и Катерина Островский и Гроза. То же самое, все варианты имен мы рассматривали как верные, если мы понимали, что вы имеете в виду того персонажа, которого нужно было опознать. И для 11 класса были правильные ответы следующие. «Котик» и Дмитрий Старцев, произведение Чехова «Ионыч», 1.2 «Штольц» и Обломов, Гончаров, произведение Обломов, и 1.3 Михаил Берлиоз и Иван Бездомный, Булгаков, Мастер и Маргарита. Итак, это первое задание. Во втором задании, в 9 классе, как вы помните, нужно было сгруппировать произведения по парам и исключить один из примеров. И, соответственно, для 9 класса первая пара произведений, отрывки из произведений Пушкина 2.1 и 2.3, группа 2 произведений Жуковского 2.2 и 2.4, произведения Лермонтова группа 3, 2.5 и 2.6, и исключить необходимо было пример 2.7, это был отрывок из стихотворения Батюшкова. В 10 классе первая группа это были стихотворения Лермонтова 2.1 и 2.3, группа 2 стихотворения Некрасова 2.2 и 2.5, третья группа отрывки из стихотворения Тютчева 2.6 и 2.7, и исключить необходимо было пример 2.4, отрывок из стихотворения Пушкина
И для 11 класса группа 1 отрывки из стихотворений Цветаевой 2.1 и 2.3, группа 2 стихотворение Гумилева 2.2 и 2.4, группа 3 стихотворение Пастернака 2.5 и 2.7, и исключить необходимо было пример 2.6, это отрывок из произведения Ходосевича. Но с этим заданием так или иначе вы в большей степени справились, но тем не менее количество баллов, которые можно было получить за него, это 10, соответственно, 10% от верного, от общего количества баллов. Самым весомым, конечно, было задание 2. И я его прокомментирую в конце. Давайте сначала обратимся к заданию 4, как к такому новому, наверное, для вас очень неожиданному, может быть, и ожидаемому, не знаю, и, в общем, тоже очень важному. Итак, это задание 4, в котором необходимо было рассмотреть иллюстрации, которые были даны к произведениям также школьной программы, и выявить иллюстрацию, которая не относится к данному произведению, да, то есть, как тут было сказано, вы пишете краткую вступительную статью к разделу с выбранными иллюстрациями. Здесь необходимо рассказать об отдельных значимых чертах творческой манеры художника и, соответственно, придумать краткий выразительный заголовок и исключить одну иллюстрацию, которая, согласно легенде, представленной здесь, выбрана помощником редактора ошибочно. И, соответственно, критерии оценивания этого задания были следующими. Напоминаю, что максимальный балл за задание 24 составлял 25 баллов. Итак, первые 3 критерия, в общем, достаточно четко определены были. Если вы верно определили лишний рисунок, то получали 1 балл. Если верно назвали произведение, и к которому относится лишний рисунок и его автора, то получали 1 и 1 балл соответственно за каждый этот параметр. Если вы верно назвали произведение, к которому относятся остальные рисунки его автора, то получали еще 2 балла соответственно, то есть могли получить их по отдельности, если назвали либо произведение, либо автора, либо и то, и другое. И вот дальше параметры, критерии 4, 5 и 6, вот как вы видите, уже от 3 до 7 баллов можно было за них получить следующим образом. Это уместный, не шаблонный, отвечающий содержанию вступительной статьи заголовок, максимальный балл 3. Умение выделять и ясно описывать характерные для художника композиционные приемы и приемы изображения литературных персонажей, отдельные стилевые особенности, принципы работы иллюстратора с деталями, максимальный балл 7. Умение характеризовать работу художника с литературным первоисточником, фиксация тех смысловых акцентов, которые делает художник своими иллюстрациями, максимальный балл 7. И, наконец, последний – точность, выразительность, грамматическая правильность речи до 3 баллов. Итак, в 9 классе лишний рисунок был под номером 5. Это была иллюстрация к поэме Пушкина «Медный всадник». Все остальные рисунки – иллюстрации разных художников повести Гоголя «Шинель». С этим заданием справились практически все. Мало кто назвал лишний рисунок, но в основном повесть, которая была здесь проиллюстрирована, назвали верно. А в 10 классе лишним рисунок был под номером 6. Это иллюстрация к повести Гоголя «Портрет». Все остальные рисунки – иллюстрации Михаила Шемякина к роману Достоевского «Преступление и наказание». С этим заданием справились почти все. Были те, кто назвали гоголевский портрет, хотя таких работ было немного. Почти все опознали иллюстрации к роману Достоевского «Преступление и наказание». Несколько было ошибок, но их было совсем немного. И, наконец, для 11 класса лишним был рисунок номер 2. Это иллюстрация к роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Все остальные 5 рисунков – это иллюстрации Анненкова к поэме Блока «12». Вот тут, к сожалению, должна сказать, было очень много ошибок. Во-первых,
Во-первых, мало кто понял, какое произведение проиллюстрировано Надей Рушевой, то есть иллюстрацию к роману Булгакова мало кто узнал. И, наконец, в том, что касается иллюстрации Анненковой к поэме Блока, то поэму Блока тоже мало кто узнал. И вот это, конечно, очень повлияло на результат оценивания вашей работы, поскольку, вот обратимся, соответственно, к критериям. То есть те, кто потерял баллы на критериях 1, 2 и 3, ну, что-то потеряли, что-то не потеряли, это одно. Но если вы неверно опознали произведение, то, соответственно, по критерию номер 6 вы не могли в принципе набрать ничего, потому что вы характеризовали не то литературное произведение, и соотнести иллюстрацию с литературным произведением просто не представлялось возможным. То есть вы теряли здесь баллы. Вы теряли баллы по критерию 7, точность, выразительность и грамматическая правильность речи. О какой точности может идти речь, если вы говорите вообще в принципе не о том. Ну и вот по 5 критерию, в общем, что-то вы могли получить. То есть некоторые люди баллы получили, если все-таки смогли обозначить какие-то композиционные приемы, приемы изображения вообще литературных персонажей. То есть если вы охарактеризовали рисунок, то какие-то баллы получить вы могли, хотя, конечно, максимального балла получить здесь было невозможно. Ну и, соответственно, по критерию 4 уместный, не шаблонный, отвечающий содержанию вступительной статьи заголовок, если неправильно было определено литературное произведение, то отвечающего содержанию заголовка тоже быть здесь не могло, поэтому тут вы теряли баллы. Уместным он тоже быть не мог, но за нешаблонный, может быть, 1 балл вы не могли получить. То есть, таким образом, высокой оценки за выполнение задания номер 4 получить было невозможно, если вы не сумели верно определить произведение. Ну и, соответственно, те, кто верно определили произведение, вот это я сейчас комментирую работы и 9, и 10, и 11 класса, что здесь комиссия ожидала от вас увидеть и что мы готовы были оценить высоко. Но прежде всего умение соотнести иллюстрацию и художественное произведение. То есть вообще само обращение разработчиков этих заданий к подобному типу заданий указывает на то, что здесь необходимо было показать ваше умение понимать, как о литературном произведении можно говорить средствами изобразительного искусства. То есть, чтобы вы соотнесли вот эти разные виды искусства, зная, о каком сюжете, о каком произведении идет речь. И поэтому, хотя выполняли олимпиадное задание по литературе, но, конечно, здесь требовалось проявить и вот такую вот способность, да, то есть способность понять, как изобразительное искусство вот отражает литературное произведение. Вот этому посвящен был критерий номер 5. Ну и, наконец, критерий номер 6 предполагал, что вы не просто посмотрите иллюстрации, но вспомните литературное произведение, о котором говорится, вспомните, какие моменты являются наиболее значимыми в этом литературном произведении, и обратите внимание на те смысловые акценты, которые расставил автор-иллюстратор, и прокомментируете их. То есть действительно задание очень сложное именно своей необычностью. Я думаю, вряд ли кто-то готовился к такому заданию, но, собственно, Олимпиада, в принципе, предполагает не просто то, что вы продемонстрируете те умения, которые у вас уже есть, а что вы сумеете выйти за пределы этих умений, которые у вас уже есть, и сможете вот попробовать для себя что-то новое. Поэтому очень приятно, что практически все постарались сделать это задание. Очень приятно было увидеть работы тех, кому это сделать удалось. Хотя, как я, наверное, уже сказала, максимального балла за это задание не получил также никто, как и за задание номер 3, к которому, собственно, мы сейчас с вами и обратимся. Итак, задание номер 3. Это самое традиционное задание, которое
является аналитическим по характеру, которое является самым весомым по количеству баллов, которые можно было за него получить, и которое повторяется из года в год, и, собственно, такой тип задания повторится и на всероссийском этапе Всероссийской олимпиады школьников. То есть, таким образом, вот это умение является с точки зрения разработчиков заданий принципиально важным. Итак, критерии, которые вы здесь видите на экране, они тоже сохраняются уже много лет. Это 5 критериев, баллы за которые распределяются следующим образом. Это первый критерий – понимание произведения как сложно построенного смысла, последовательное, адекватное, аргументированное раскрытие этого смысла в динамике через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. Обратите внимание на эту формулировку. Комиссия, которая проверяла ваши работы, оценивала буквально каждый параметр из тех, которые вы здесь видите. Понимание, последовательность раскрытия смысла, адекватность, наличие аргументов, причем в динамике, и наблюдения, которые вы продемонстрировали в своей работе, которые вы сделали по приведенному тексту. Максимальное количество баллов 30. Второй параметр. Композиционная стройность работы, связность и логичность текста ученика, уместность цитат и отсылок к произведению. Композиционная стройность, я думаю, этот критерий всем понятен, это последовательное изложение ваших мыслей, наличие какой-то преамбулы в вводной части, наличие вывода, который вы сделали, но и затем последовательное изложение своих мыслей. Связность и логичность относятся тоже к композиционной стройности. А вот дальше обратите внимание, уместность цитат и отсылок к произведению. То есть вот этот критерий указывает на то, что цитаты в принципе должны были быть. Цитирование предполагается как обязательная черта вашей работы. Соответственно, цитаты эти должны подтверждать те выводы, которые вы делаете, указывать на те наблюдения, на основании которых вы делаете эти выводы, и различные отсылки к произведению, либо к этому, либо к другим, к которым вы также обращаетесь. Максимальное количество баллов 10. Третий критерий. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста работы. Конечно, к 9, 10, 11 классу теоретико-литературным понятийным аппаратом в той или иной степени владеют все ученики средней школы. Такие термины, как рассказ, автор, композиция, герой, повествование – это все термины. Когда вы ими пользовались, то предполагалось, что, соответственно, вы демонстрируете это свое умение. К сожалению, не всегда эти термины использовались корректно, и в ваших работах вы наверняка увидите отметки, которые делали проверяющие, если это было не так точно. И вот то, что касается в тех случаях, когда это необходимо, на самом деле некоторые такие вот расхождения с этим требованием были. Например, в тех случаях, когда вы пытались продемонстрировать, что вы увидели какие-то художественные особенности произведения, но, к сожалению, не сумели объяснить, какую функцию выполняют эти особенности. То есть зачем, как вы используете это наблюдение, которое вы делаете. Ну, например, когда вы анализировали стихотворение и перечисляли замеченные вами, например, метафоры, использованные автором, но не поясняли характера этих метафор или их функции, сравнение, олицетворение. Вот в некоторых работах это встречалось. Автор использует метафоры и перечень этих метафор, сравнение, перечень сравнений.
Зачем? Если вы их не объясняете, то это означает, что это наблюдение представлено в работе неуместно. Вы его увидели, но не знали, что с ним делать. То есть таким образом вроде бы термины вы знаете, но зачем все эти элементы нужны, вы пояснить не можете. Вот тут, конечно, максимального балла быть не могло. Более того, это было минусом вашей работы, а вовсе никаким не плюсом. Четвертый критерий. Историко-литературная эрудиция, уместность и интерпретационная обоснованность использования фонового материала из области культуры и литературы, отсутствие фактических ошибок. Вот это тоже очень важный критерий при оценивании вашей работы. И, к сожалению, когда мы сводили результаты нашей проверки ваших работ, то обнаружили, что по данному критерию у большинства участников Олимпиады мы были вынуждены выставить 0 баллов. То есть использование фонового материала из области культуры и литературы, как вы видите, по формулировке этого критерия, было тоже обязательным. К сожалению, к вот такому материалу прибегли далеко не все. И поэтому, если этого материала в работе не было, то, соответственно, участник Олимпиады получал 0 баллов по данному критерию. Были работы, в которых этот критерий был выполнен формально. То есть, например, было сказано, что автор обращается к такой-то проблеме. Такую проблему мы, например, можем видеть в таком-то произведении Пушкина или в таком-то произведении Толстого. Почему проведена данная параллель? На каком основании было сделано вот такое вот сопоставление? Если этого объяснения не было, то это тоже был не плюс, а минус. Да? То есть понятно было, что это такое чисто вот для галочки такое формальное, да, выполнение этого критерия. На самом деле оно неуместно. Как вы видите, уместность и обоснованность – это принципиально важный момент. Или, например, было сказано, что период, к которому относится произведение, да, период, который был написано произведение, это эпоха застоя. И что? Может быть, это и так, но какое значение имеет это указание? То есть вот это тоже было очень важно. Итак, максимальное количество 10 баллов. И последний критерий – общая языковая и речевая грамотность, отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок, точность и нешаблонность формулировок. Максимальное количество баллов 5. Итак, вы видите примечание 1 и примечание 2. Не буду их читать целиком, но вы видите, что в принципе не предполагалось вот такого полного учета орфографических и пунктуационных ошибок, поэтому даже если проверяющие и сделали какую-то отметку, то на самом деле на оценку это не влияло. Другое дело речевые ошибки, которые, к сожалению, встречались почти во всех работах, не во всех, но в большинстве речевые ошибки были. И, кроме того, вот еще обратите, точность и нешаблонность формулировок, то есть однотипные, упрощенные синтаксические конструкции не повышали балла за вот этот вот критерий. Но, в общем, с этим критерием тоже справились почти все. То есть я не могу сказать, что хотя бы кто-то из участников получил 0 или там 1 или 2 баллов за этот критерий. То есть в основном, ну, все-таки более высокие были оценки. Ну и, наконец, хотелось бы, конечно, прокомментировать те тексты, которые были предложены вам для анализа. Итак, обращаю ваше внимание на то, что если задания 1, 2 и 4 предполагали знание участниками Олимпиады произведений, которые включены в школьную программу, то есть предполагалось, что вы точно знаете эти произведения, то тексты для анализа для задания номер 3 выбираются с совершенно противоположной установкой. То есть этот текст как раз ни в коем случае не должен был изучаться в рамках школьной программы. Более того, ежегодно выбираются такие тексты, которые с большой долей вероятности вы не читали. И
Поэтому, соответственно, указывается имя автора, указываются даты его рождения или даты его жизни, дата, когда написано произведение, то есть вот эта информация вам давалась, но, в принципе, произведение само должно быть вам неизвестно. Другое дело автор. Автор мог быть известен, да, но произведение, соответственно, нет. То есть, когда вы анализируете данное произведение, то вы должны встретиться с ним впервые. Ну, это уж как получится, но предполагалось, что вы встречаетесь с ним впервые. Но все-таки для того, чтобы вы показали свою историко-литературную эрудицию, конечно же, вам необходимо было к моменту написания вашей работы действительно иметь эту эрудицию. То есть, конечно же, предполагается, что для того, чтобы вы качественно выполнили это задание, необходима гораздо большая начитанность ваша, чем просто в рамках школьной программы. То есть вот этой начитанности действительно абсолютно недостаточно. Здесь необходима гораздо более широкая историко-литературная эрудиция, которая предполагает изучение школьного курса литературы. Все-таки Олимпиада – это не просто проверка школьных знаний, это возможность для вас продемонстрировать ту широту представления о литературе, широту и глубину, которая выходит, в общем, достаточно далеко за пределы школьной программы. Причем обращаю ваше внимание, что с каждым классом эта сложность возрастала. Конечно, для 11 класса задания даются самые сложные, и тексты самые сложные, и это неудивительно, потому что, хотя задания для всех классов одного типа, но уровень материала все-таки различен. Итак, в 9 классе, для 9 класса был предложен для анализа рассказ Нины Каттерли под названием «О-хо-хо» и стихотворение Леонида Сергеева под названием «Трамвайчик». Соответственно, вам необходимо было выбрать для анализа одно из произведений и анализировать либо прозаический текст, либо стихотворный. Скажу сразу, что, в общем, где-то примерно поровну разделились участники. Достаточно многие обратились к произведению Нины Каттерли, ну, примерно половина анализировала стихотворение Леонида Сергеева. Итак, что здесь на основании тех ошибок, которые были сделаны, что здесь вот не хватило во многом комиссии. Но, в общем, на таком буквальном уровне прочитали рассказ и поняли почти все. К сожалению, далеко не все обратили внимание на наличие фантастического элемента, и далеко не все попытались его интерпретировать, то есть попытаться понять и объяснить, какую функцию выполняет введение вот этого персонажа О-хо-хо, кто это, что это. И, как я уже сказала, самое главное попытаться интерпретировать задумку автора, то есть что писательница хотела здесь сказать введением вот такого элемента. К сожалению, далеко не все обратили внимание на наличие, на звучащий текст Лермонтова. Кто-то его процитировал, но имя Лермонтова не назвал практически никто и не попытался понять, какую функцию выполняет цитата этого стихотворения. В том, что касается стихотворения «Трамвайчик», то тоже на буквальном уровне прочитали его все. А вот понять то обобщение, которое стоит за вот этим образом трамвайчика, тоже далеко не у всех получилось. Вообще, забегая вперед, скажу, что для всех 3 классов были предложены стихотворные произведения, которые предполагали, не просто предполагали, а являли собой такое обобщенное размышление о жизни, о ее границах, о жизненном пути человека, о смысле жизни человека. Причем не человека конкретного, а иногда своего современника,
а иногда человека вообще. То есть, таким образом, говоря о всех трех стихотворениях, конечно же, вот тут вот я их обобщу и скажу, да, что вот эта общая черта, которая в них была, такая их философская тема, да, которой они все приближены были. И вместе с тем, конечно же, эти стихотворения совершенно различные, и необходимо было обязательно попытаться соотнести и смысл того, о чем говорится в стихотворении, ну и, конечно же, форму, в которой оно облечено. Вот это кому-то удалось в большей степени, кому-то в меньшей степени. Скажу с большой радостью, что очень удачные анализы стихотворений действительно были среди тех, которые мы прочитали. Для 10 класса предлагалось прозаическое произведение, рассказ Александра Житинского под названием «Тикли». Тоже были удачные анализы этого произведения, и тоже скажу, что далеко не все обратили внимание на тот элемент фантастики, который в этом рассказе был. Даже если заметили, то не попытались его объяснить. Ну и кроме того, мало кто обратил внимание на такие элементы комического, который использовал автор. Кто-то прямо указал на комизм, пытался его объяснить, но, к сожалению, далеко не все. Ну и, наконец, для 11 класса было предложено произведение Михаила Асаргина «Человек, похожий на Пушкина». Вот, к сожалению, тоже среди 11-классников никто не заметил или, может быть, не сказал, а может быть, не понял того, что писатель этот – это представитель русской эмиграции. И таким образом вот этого фона историко-литературного совершенно ни у кого не прозвучало. Ну и кроме того, к сожалению, тоже далеко не все заметили, что уместно было бы рассматривать эту историю, этот рассказ, сюжет этого рассказа в контексте пушкинского мифа в русской литературе, да, то есть, что здесь представлен не просто человек, похожий на Пушкина, здесь представлен образ Пушкина как мифологический образ, и эта традиция в русской литературе достаточно уже так длительно, достаточно объемно, и, конечно, от выпускников школы вполне можно было ожидать, что вы этот элемент увидите, и поэтому тут максимального балла по вот этому первому параметру и по третьему тоже не получилось, именно по причине того, что это ожидаемо было от вас, но, к сожалению, многие этого не сделали, поэтому, ну, вот какие баллы вы получили, такие и получили. Но, тем не менее, хотелось бы поблагодарить всех за участие в Олимпиаде, особенно подбодрить 9 и 10-классников, у которых есть еще возможность лучше подготовиться, учесть тот опыт, который вы получили в рамках этой Олимпиады, и, конечно же, принять участие в Олимпиаде на будущий год, и для 9 класса будущие годы, и пожелать вам успехов в вашей работе и в вашей подготовке. Благодарю вас за внимание и всем до свидания. Спасибо.